Мы привыкли называть любую платежную пластиковую карту кредиткой. Между тем, их существует великое множество. Пластиковые, банковские, платежные, клубные, дисконтные, эмбоссированные, неименные, кредитные, дебетовые, магнитные, виртуальные, корпоративные, семейные карты, которые различаются по принадлежности к определенной платежной системе, а также по уровню привилегий. Больше 50% населения используют пластиковые карты в качестве платежного средства. Как вы уже поняли, сегодня в нашей передаче про деньги мы расскажем о том, как правильно пользоваться пластиковыми картами. У нас в гостях Подобашева Елена Геннадьевна, руководитель дополнительного офиса акционерного общества «Альфа-банк» в городе Якутске. Здравствуйте, Елена Геннадьевна. Здравствуйте. Как вы уже поняли, разговор будет вестись о пластиковых картах. И расскажите нам, пожалуйста, существует ли разница между картами разных платежных систем? И вообще, какие платежные системы существуют и в чем их основное различие? Так, ну, на данный момент по территории распространения у нас есть две платежные системы. Да, это у нас идут сейчас международные и национальные. Международные карты, платежные системы — это те, которые действуют во всех странах, да, а национальные, которые действуют только в одной стране. Касательно международных, как мы знаем, да, у нас с марта 2022 года они в России временно приостановили свою деятельность, но здесь важно понимать, что те карты, которые у нас сейчас есть на руках, да, скажем, они продолжают у нас действовать без каких-либо ограничений. И более того, отмечу, что те карты, у которых срок использования вышел, они также продолжают действовать, то есть у них идет автоматическая пролонгация. К национальным системам у нас сейчас есть платежная система МИР. Это полностью наша российская система, которая курируется национальной платежной системой Банка России. По тарифам. Наверное, здесь мы определим именно по каким-то оборотам клиентов, да, чуть позже вам расскажу именно по картам, как они будут действовать. Елена Геннадьевна, а какие виды пластиковых карт существуют в вашем банке и предлагают другие банки? Но здесь давайте карты мы рассмотрим по типу операций. Это дебетовые карты, кредитные карты, карты с овердрафтом и виртуальные карты. По дебетовым картам это карта для личных средств наших клиентов, да, с помощью которой они могут получать какие-то дополнительные преимущества. А кредитная карта, если правильно ею пользоваться, по карте есть льготный период, в течение которого, если клиент воспользовался средствами банка, он их может отдать без комиссии. Виртуальные карты, наверное, само говорит слово за себя, да, то есть это для каких-то виртуальных покупок в онлайн-магазинах и офлайн-магазинах. То есть это не руками ее не потрогаешь? Да, то есть это без физического какого-то, да, скажем, пластика, да. И карты с овердрафтом, да, то есть когда по карте можно изменить тип счета с текущего на кредитный и с помощью одного пластика воспользоваться как своими средствами, так и кредитными. А с кредитными картами это возможно? Вот, допустим, поверх кредитного лимита еще размещать свои средства? Конечно, возможно, да. То есть бывает такое, да, что, допустим, недостаточно на кредитной карте средств, тогда клиент спокойно может довнести эту сумму и оплатить покупку по одной карте. То есть и кредиткой можно пользоваться для повседневных нужд? Конечно. Отлично. А давайте в целом расскажем, в чем же преимущество банковской карты перед наличными деньгами. Да, но это, наверное, одна из моих любимых тем, да, потому что мы сейчас работаем именно над финансовой грамотностью, да, чтобы клиенты получали как можно больше выгоды от банка, в котором они обслуживаются. По дебетовым картам, если оплачивать покупки, банки сейчас предоставляют систему лояльности в виде кэшбэков. Тут важно понимать с точки стороны выгоды, да, для клиента. То есть если клиенту, допустим, нужны денежные
средства, а как правило, баллы, которые накапливают клиент, они обмениваются на деньги, да, на рубли. Вот. А также есть система лояльности по накоплению миль, да, то есть если, допустим, ну вот вы часто вот летаете, да, то вы можете копить не рубли, а мили. То есть как этот процесс действует? С помощью постоянных повседневных покупок с каждой операции клиент получает у нас баллы, которые в дальнейшем конвертирует в рубли, либо мили, и потом оплачивает какие-то авиабилеты, вплоть до полной оплаты. Полной оплаты билетов. То есть Билеты. можно в течение года расплачиваться картой и спокойно накопить себе на стоимость поездки, допустим, туда и, возможно, еще и обратно. Да, совершенно верно. А если не хватает на билет, то можно там То оплатить можно багаж или что еще можно сделать? частично можно оплатить, да, то есть половину билета, либо можно оплатить трансфер, отели. Это какая-то специальная программа вот банка или это все-таки больше кабрендинговая программа, которая действует совместно с авиакомпаниями, там, с какими-то с аэропортами и так далее? Совместные вот такие какие-то программы? Да, то есть есть партнеры, да, которые действуют на все авиакомпании, а также есть именно кабрендинговые, которые действуют только на определенную там авиакомпанию, к примеру. Мгм. И то есть, если человек предпочитает летать, допустим, какой-то определенной авиакомпанией, он может открыть эту брендинговую карту, получается, у вас в банке? Совершенно верно, да. Он может выбирать между авиакомпаниями? Ну, в нашем случае, в нашем банке это идет перелет на все авиакомпании. Но, насколько я знаю, есть карты, которые только под одну авиакомпанию, как бы вот именно как кабрендинговый, да, то есть той или иной авиакомпании. Ясно. Отлично. Расскажем давайте поподробнее о начислении кэшбэка за покупки. За какие-то определенные покупки, какая-то определенная сумма кэшбэка идет именно держателю карты, или существует одна какая-то система лояльности, которая определяет, там, можно выбрать категорию там, и так далее. Расскажите подробнее, вот как это происходит. Да, значит, здесь идет по категории клиентов, да, то есть если у нас категория, так скажем, определенная, масс-сегмент, да, массовый, у них идут кэшбэки на категории, которые предоставляются банкам, то есть это вполне такие повседневные наши категории, как одежда и обувь, да, к примеру, популярные продукты, маркетплейсы и так далее, да, с помощью которых с каждой покупки идет какой-то процент от покупки баллами. Эти баллы 1 к 1 конвертируются в рубли. Да. Также есть премиальный у нас, премиальная система лояльности. Там уже идут повышенные категории, да, повышенные проценты. Ну и, соответственно, до 5 категорий идет, с помощью которых также можно копить баллы, да, и в течение месяца, допустим, по масс-сегменту получить до 5000 рублей, по премиальному сегменту до 15 тысяч рублей. Но вот мы говорим про категории. Я так понимаю, что любой пользователь банковской карты может себе выбрать категорию, правильно? То есть он для себя определяет, как ему удобно пользоваться. Хочет он больше привилегий получать, он оформляет себе премиальный пакет, допустим, да? Если он хочет пользоваться картой, без накопления каких-то максимальных пакетов, скидочных программ и так далее, то он может, в принципе, пользоваться стандартными услугами банка, не переплачивая за годовое обслуживание. Здесь в этом случае давайте сделаем немножко акцент на годовом обслуживании. Все-таки существует ли разница между картами, предназначенными для массового сегмента, да, и между картами, которые предназначены для премиального сегмента? Да, тут по массовому сегменту карты абсолютно бесплатные. Да, здесь именно идет такая, скажем, планка начисления кэшбэков в виде 5000 рублей. То есть категории там они даются на выбор, да, то есть нет такого, что банки там какие-то только свои, допустим, категории, да, то есть у клиента есть право выбора на категории. А по премиальному сегменту здесь нужно обратить внимание на тариф, то есть он платный идет, да, но если клиент поддерживает какие-то обороты, остатки на счетах, да, это, например, вклады, накопительные счета, при этом активно пользуется дебетовыми картами, то и такой тариф для него может быть бесплатный. Ну да, это действительно выгодно.
И еще один момент — это скидки от партнеров банка. Вот как вы вообще работаете со своими партнерами? Да, скидки от партнеров банка, они, кстати, идут накоплением плюс к вот этим вот 5000 и к 15 000, да. То есть партнеров очень много, и в зависимости от партнеров, которые можно увидеть в мобильном приложении, можно получить еще плюс к тому кэшбэку, да, который клиент ранее накопил. То есть можно с уверенностью сказать, что каждый банк, каждый финансовый институт строит вокруг себя некую экосистему, в которой взаимодействуют и со своими клиентами, и со своими партнерами, и стараются, чтобы всем было хорошо. Так? Конечно, совершенно верно. Вот. И давайте дадим нашим телезрителям несколько практических советов, а именно расскажем им, из чего же состоит пластиковая карта. Да, конечно. По карте, да, обратите внимание на лицевую сторону. На лицевой стороне у вас указан номер карты. Как правило, если у вас карта именная, указана фамилия, имя ваше и также год, Дата выпуска. дата выпуска карты. Если развернуть карту, здесь стоит обратить внимание на трехзначный код, который указан на оборотной стороне, который ни в коем случае нельзя передавать третьим лицам, так как данный код служит подтверждением тех или иных операций, произведенных вами. Давайте расскажем все-таки подробнее, что это за CVV, вот CVC-код, который на обратной стороне карты. Ведь многие думают, что его можно, если его назвали, его можно заменить. Расскажите, так это или это не так? Нет, это не так, то есть его можно поменять только когда мы перевыпустим саму карту. Поэтому если его, так скажем, рассекречивать, да, и держать в доступном месте, то есть очень высокая вероятность несанкционированных списаний по карте. То есть мошенникам уже будет достаточно знать вот номер карты, дату срока действия карты и вот этот вот трехзначный код, чтобы дистанционно, спокойно использовать чужие деньги. Правильно? Правильно. И это не пин-код. То есть с Это не пин-кодом пин-код. никакого отношения к пин-коду этот код не имеет. Да, спасибо, Елена Геннадьевна. И давайте еще дадим несколько практических советов именно вот по финансовой грамотности и финансовой безопасности. Вот как все-таки грамотно управлять таким финансовым инструментом, как пластиковая карта, чтобы не стать жертвой мошенников, чтобы сохранить свои денежные средства, которые у нас есть на пластике. Потому что в основном же все сейчас получают заработную плату на пластиковые карты, да, на банковские карты. У многих ведутся накопления на тех же банковских картах. То есть вот давайте дадим какие-то практические советы по финансовой безопасности именно. Так, первый совет у меня будет по установлению пин-кода, да, то есть ни в коем случае нельзя устанавливать такой пин-код, как год рождения, да, какие-то однозначные цифры, да, то есть тут нужно с такой комбинацией цифр подойти лучше. Далее ни в коем случае не хранить пин-код с картой в одном месте, да, допустим, в кошельке. По номеру карты, если вы кому-то отправляете, лучше скрывать последние 4 цифры карты. Это означает, что именно вот эти 4 цифры, они и показывают принадлежность именно к данному клиенту, да? Да, верно. Идентификационный номер. Идентификационный номер именно вот самой карты. Мгм. И вот часто мы слышим, что мошенники пользуются тем, что звонят своим потенциальным жертвам от имени сотрудников банка. Сотрудники банков звонят все-таки своим клиентам? И по какому поводу, если они звонят, то что они говорят? Сотрудники банка ни в коем случае не звонят клиентам с целью перевести денежные средства на какие-либо спецсчета. Ни с МВД, да, как вот участились звонки сейчас, с МВД, со специальных служб также звонить не будут. Поэтому сотрудники банка максимум могут позвонить, проинформировать, да, по какому-либо предложению и, скорее всего, пригласить к себе в отделение. Но без согласия клиента ведь все равно сотрудник банка звонить не будет, правильно? Да, совершенно верно. А где это согласие он получает?
Согласие он получает при подписании анкеты, да, то есть, как правило, новому клиенту подается анкета, в котором он присоединяется к договору о комплексном банковском обслуживании, где он либо изъявляет согласие, да, то есть, либо не принимает его. Мгм. И если он не принимает, то звонить ему сотрудник банка, соответственно, не должен, правильно? Правильно. Благодарю вас за участие в нашей передаче, Елена Геннадьевна. И я уверена, что ваши практические советы и та информация, которую вы сейчас рассказали нашим телезрителям, будет очень полезна. Ну и, конечно же, ждем вас в наших новых выпусках. Спасибо за приглашение. Впереди новогодние праздники, и каждый из вас уже думает над тем, что же будет стоять на праздничном столе. Традиционно это салаты оливье, селедка под шубой, крабовый или корейский. Горячее блюдо каждая хозяйка выбирает на свой вкус и вкус своих домочадцев. Это может быть курица, рыба или мясо. На гарнир обязательно отварной картофель и овощи. Также ни один стол не обходится без мандаринов и апельсинов. Так сколько же денег необходимо выделить из семейного бюджета на организацию новогоднего стола? Давайте разберемся. Сейчас мы с вами находимся в одном из городских продуктовых маркетов и узнаем, во сколько же нам обойдется салат оливье, а также бюджет традиционного новогоднего стола в целом. Давайте посмотрим, какие ингредиенты для приготовления салата оливье нам понадобятся. Яйцо куриное, докторская колбаса, соленые огурцы, зеленый горошек, морковь, картофель и, конечно же, майонез. И набор для салата оливье нам обойдется 899 рублей. Стоит отметить, что некоторые виды продуктов можно покупать заранее, но обязательно смотрите на срок годности. Будет мне очень приятно, если после новогоднего стола или новогодних праздников вам понадобится помощь врача. Подойдите к выбору продуктов ответственно и помните, что дорого не всегда качественно. Иногда мы просто переплачиваем за бренд. Обращайте внимание на состав продукта и сравнивайте стоимость. Так вы не только сэкономите на праздничном столе, но и научитесь экономить, просто сравнивая дорогие и недорогие продукты. И помните, все, что мы сэкономили, мы заработали. А теперь попробуем посчитать праздничные продуктовые корзины для организации новогоднего стола. Как мы уже ранее сказали, каждая хозяйка выбирает праздничное блюдо, именно горячее блюдо, на свой вкус. И мы подобрали для вас несколько продуктовых корзин. Курицей обойдется почти в 2000 рублей. Корзина с мясом почти в 2500. Корзина с рыбой обойдется вам почти в 3000 рублей. Ну а корзина с морепродуктами почти 3500 рублей. Готовьтесь к празднику грамотно. Уже сейчас вы можете составить список блюд и спокойно начать покупать продукты с учетом сроков годности и хранения. Формируйте навыки финансового управления семейным бюджетом вместе с нами. До новых встреч!